Туран, сердце Турана – это Казахстан. Казахстан, Согласен более с вами. того, для меня на земле Казахстан – это единственное государство. Я точно не знаю, как у братьев туркменов. Я никогда там не был, в Туркменистане, и сужу только извне, да. Но вот Казахстан – это государство, причем, при всем как бы огромном уважении к туркменам, к их очень древней истории, это все-таки как бы вот, периферии туда, уже ближе вот туда, к югу, да, к Хорасану ближе. Но взять Великая степь – это огромная степь, степная цивилизация, бескрайняя плоскость. Это все-таки территория казахов, которые казахи контролируют, на территории которой казахи не только создали государство вполне современного типа, но и сохранили при этом свою связь, как я уже говорил, с этим пространством, ментальную, культурную, цивилизационную. То есть Казахстан – это единственное на земле государство, созданное цивилизацией степняков, кочевников современного типа. Туран, я считаю, что в тюркском пространстве есть как минимум два центра. Это Турция, Турецкая республика, это Казахстан. Казахстан. Я считаю, что... хорошо, давайте так. Казахская, узбекская вот эта вот агломерация большая, цивилизационная, да? Просто на территории Узбекистана существует значительный иранский, таджикский фактор. Значительный иранско-таджикский фактор. А Казахстан – это в основном чисто тюркское, доминирующее тюркское пространство по преимуществу. Причем кочевое, степное. Все-таки Узбекистан – это пространство оседлой цивилизации. И государства, которые возникали на территории Узбекистана, даже в древние времена, это государства оседлого типа, а не кочевого. А Казахстан – это то, что несет в себе культурное наследие древних тюрок, которые были кочевниками. Я считаю, что Казахстан должен стать центром и сердцем Турана. Тюрки родились в Минусинской котловине, вот родина тюрок. На территории Российской Федерации находится Тыва. Родина тюрок – это Алтай. Чингисхан, который, скорее всего, был тюрком, это, северные склоны Алтая и Саян. Понимаете, вот вы живете, вы и часть Российской Федерации, вот родина тюрок. Внутренняя Монголия, Синьцзянь и Кашгар – это родина тюрок древняя на территории Китая. Вот это родина тюрок. Турция – это там тюрок, собственно говоря, 10%, 15%, наверное. Вот я в Турции бывал много раз, там в Конью приезжаешь, там сельджуки. Тюрки-сельджуки. Кони – столица сельджуков. Там разговариваешь с людьми, тебе говорят, я сельджук. И как каждый тюрок, он на 20 поколений назад назовет своих мужчин, понимаете? А в Стамбуле говоришь человеком, я турок, он тебе говорит. Ты спрашиваешь, а ты турок откуда? И выясняется, что это албанец. Или выясняется, что это там серб. Или болгарин, или грузин. И они не помнят. У них нет никаких 20 поколений. Это не свойственно культурам оседлых вообще народов. Когда я говорю «кровь», я это говорю не в европейском смысле «кровь» как миф, как это принято в европейском национализме, а кровь, как это принято в азиатском, в евразийском народном самосознании, когда кровь – это, значит, твои предки, которых ты можешь назвать. Понимаете, да? Я не придаю крови, как это принято в немецкой романтической философии, мифологических свойств. Я не верю, что по крови передается культура, там религия. Культура и религия передается через диалог с дедушкой, с бабушкой, с учителем и со средой, где человек растет. В этом принципиальная разница. Мы видим два тюркских потенциальных самосознания. Центра. Казахстан, Узбекистан, Центральная Азия, как реальный центр Турана исторического, да, даже мистического Турана, как говорит Александр Гельевич Дугин, логос, хранящий в себе логос Турана, да, и видим Турцию, которая является продуктом западного типа националистического сознания, такого же, как немецкое, чешское, польское, венгерское там, и так далее, и так далее, и так далее.